Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы с вами поговорим о жизни и творчестве выдающегося казахского режиссера и драматурга Ажумате Тургымбаевича Шанине. Он также является одним из основателей Казахского национального профессионального театрального искусства и народным артистом Казахской ССР. Жуматага родом из Баянаульского района Павлодарской области. Родился в 1892 году. Искусством, в частности, музыкой и айтысами Жуматага заинтересовался еще в раннем детстве. Свои первые уроки дамбры он получил у дяди Алтынбая, а начальную грамоту освоил у местного муллы. В 1913 году будущий артист приехал в Омск и устроился работать на завод. В 1915 и 1916 годах Жуматага окончил бухгалтерские курсы и стал помощником бухгалтера на заводе. Ребята, вы наверняка уже знаете, что Омск в то время был неким культурным центром, куда по тем или иным причинам съезжалась вся интеллигенция Советского Союза. Так судьба здесь свела Шанина с Сакеном Сейфуллиным и Нығметом Нурмаковым. Эта встреча во многом определила будущее Жумата Тургымбаевича. В эти годы он впервые посмотрел спектакли Омского городского театра и влюбился в театральное искусство. Однако сразу же посвятить себя творчеству не получилось. То непростое время внесло свои коррективы в жизнь будущего драматурга. Его призвали на тыловые работы. В родные края Жуматага вернулся в 1917 году и продолжил работать бухгалтером в кооперативе Каркаралинского уезда. Молодого специалиста сразу же заметило начальство и высоко оценило его талант, ответственность и огромную любовь к труду. В последующие годы Жумат Шанин занимал ответственные посты. Был членом Павлодарского уездного комитета, председателем Зайсанского уездного исполкома, членом Семипалатинского исполкома и членом ЦИК Казахской ССР. Жуматага принимал активное участие в социально-политических и общественных делах. Такие занятия расширили кругозор и оказали огромное влияние на становление Жумата Шанина как режиссера и драматурга. Кстати, свой режиссерский путь Жуматага начал в 20-е годы прошлого столетия, когда его поставили руководителем Семипалатинской труппы «Ес Аймах». Первая пьеса, поставленная и написанная им самим же, была «Аркалық Батыр». За основу Жуматага взял народные сказания и пьесу Сакена Сейфуллина «Қызыл сұңқарлар». Зрители увидели эту постановку в 1922 году. Ассаламағалейкум. Сендерді мына Арқалық Батырға қосып отырмын. Құдай дегімді бірте жаудан өшімді алғалы отырмын. Сендердей батырларым тұрғанда жүрегімде кеп кету, сатқа жем болу. К слову, Жуматага в этом спектакле выступил не только режиссером, но и актером. Он исполнил роли Арқалық Батыра и Эркеблана. Вскоре произведения Жумата Шанина стали публиковать в журналах. В 1925 году Семипалатинский журнал «Таң» напечатал его одноактную комедию «Торсықбай». В этом же году молодой режиссер становится директором и художественным руководителем Казахского драматического театра. Жумат Шанин оказал огромное влияние на развитие казахского театрального искусства. Он один из тех, кто поспособствовал профессиональному его становлению и художественному росту. Жумат Тургымбаевич грамотно и четко вел политику развития театра. Свою работу он начал с организационно-творческой деятельности. Он сумел сделать так, чтобы желание творить было у всего коллектива. А для актеров это действительно важно, чтобы вокруг царила атмосфера творчества. Стоит отметить, что актерам Шанин уделял особое внимание, давал возможность развиваться каждому молодому артисту. Посещая знаменитую Кояндинскую ярмарку, Жумат Шанин в дальнейшем привлекал в театр популярных народных любимцев, таких как Қалибек Қуанышбаев, Амре Қашаубаев, Иса Байзақов, а также многих других, ставших впоследствии гордостью казахского театрального, музыкального искусства и литературы. Не забывал Жумат Тургымбаевич и о зрителях.
Он понимал, что театр является неким учителем и воспитателем. Поэтому важно было, чтобы репертуар театра состоял из таких драматических произведений, которые были бы достойными в воспитательном и идейно-художественном отношении. Свои мысли и переживания Жумат Шанин рассказывал в своих статьях «Казахский государственный театр», «Артисты государственного театра», «Государственный театр Казахстана», «Из истории театра», «Освоим технику сцены» и «Познать истину на сцене». Эти материалы также служили неким пособием по актерскому мастерству для начинающих артистов. 1926-е и 1932 годы – это поистине яркий творческий период Жумата Шанина. В 1927 году Жумат ага во главе группы мастеров искусств принял участие в этнографическом концерте в Москве. На сцене казахского театра он поставил такие спектакли, как «Қызыл сұңқарлар» Сакена Сейфуллина, «Күндеспейтін қатындар» и 1910 год Садыка Абланова. Собственные пьесы «Болат», «Кек», «Түрксіб» Ильяса Жансүгірова, «Майдан» Бейімбета Майлина, «Октябрь үшін» Мухтара Ауэзова. Казахский зритель в стенах театра также смог насладиться и бессмертной классикой «Каменный гость» и «Скупой рыцарь» Александра Пушкина, «Гамлет» Шекспира и многими другими произведениями. Спектакли Жумата Шанина отличались своей яркостью. Каждый из них был наполнен песнями и танцами. В казахских постановках звучали күй. Уклон делался на традиции и национальные костюмы. Сценическими стали такие народные танцы, как киіз басу, коян бүркіт, өрмек, шашу. Нельзя не рассказать о том, что режиссер в своей работе продумал каждую деталь. Особое внимание он уделял реквизиту, декорациям и костюмам. Все это помогало раскрыть и передать стиль эпохи и характерные особенности проигрываемых ситуаций. Жумат Шанин развивал не только драматическое искусство. В 1934 году он стал одним из организаторов Казахского театра оперы и балета. Так, совместно с Курманбеком Жандарбековым и Евгением Брусиловским он поставил 3 музыкальных спектакля «Жалбыр», «Қызжібек» и «Ертарғын». Эти работы были отмечены и высоко оценены московскими критиками и зрителями на декаде казахской литературы и искусства. Заслуга Жумата Шанина не имеет границ. В 1936 и 1937 годы он открыл Уральский музыкальный драматический театр. Музыкальный театр Жумат ага развивал с такими выдающимися композиторами, как Затаевич, Ковалев и Хамиди. Совместно они записали и переложили на ноты целый ряд народных песен, многие из которых были исполнены самим Жуматом Тургымбаевичем. Как драматург Жумат ага подарил нам множество красивых театральных пьес. Среди них «Жанды сүрет», «Қара құлын», «Қозы көрпеш баян сұлу», «Үш бажа», «Арқалық батыр», «Шахта». Все они входили в основные репертуары казахских драматических театров, образованных в 30-е годы в Семипалатинске, Караганде, Шымкенте и Таразе. Драматургия Шанина и сегодня ставится с большим успехом в казахских театрах. О творчестве Жумата Шанина писали и говорили Мухтар Ауэзов, Ханыш Сатпаев, Хабиб Мусрепов и другие великие деятели степи. В октябре 1937 года Жумат ага был арестован и расстрелян НКВД 26 февраля 1938 года. Имя Жумата Шанина внесено золотыми буквами в историю казахского театрального искусства. В 1972 году Шымкентскому драматическому театру было присвоено
имя Жумата Шанина. Поверьте мне, дорогой Жумат, в будущем о вас будут помнить. Вы создали огромное духовное наследие. Быть пионером целого народа в его новой культурной жизни, развитии не каждому дано и не каждому под силу, а вы это свершили. И поэтому благодарные потомки будут помнить и любить вас. Так о Жумате Шанине отзывался Константин Сергеевич Станиславский. На сегодня мы завершаем наш урок. И теперь я попрошу вас ответить на 3 вопроса. Первый вопрос. В каком журнале была опубликована комедия Жумата Шанина «Торсыхпай»? Второй вопрос. В каком году Жумат Шанин принял участие в этнографическом концерте в Москве? Третий вопрос. Какой театр носит имя Жумата Шанина?